Дорогие друзья, всем здравствуйте! Студия позитивного рисования Листик Арт поздравляет всех вас с Днем космонавтики! Сегодня совместно с мультимедийным центром «Россия. Моя история» мы предлагаем вам проект «Нарисуй свою Вселенную». Для создания этой картины нам потребуется лист бумаги формата А4. Если вы не хотите запачкать стол, подложите под него газету. Для удобства можете закрепить лист бумажным скотчем. Также нам потребуется краска разных цветов. У меня это гуашь, а также кисточки, средняя и потоньше. Старая зубная щетка или же кисть-щетина, но зубная щетка удобнее. Тарелка вместо палитры, тряпочка, банка с водой, простой карандаш. Также у меня есть две банки, они будут определять размер моих планет, побольше и поменьше. И самое главное, это у нас губка для мытья посуды. Я ее порезала на 6 разных частей, она многоразовая, это главный инструмент. Первое, что нам нужно сделать, это выложить цвета на палитру. Это я делаю ложкой. Вы можете сделать вашу вселенную любых цветов, но мне кажется, что оттенки ультрамарин, фиолетовая светлая, белила, ну или просто белый, и сажа газовая или черный наиболее подойдут. Перед тем, как мы начнем закрашивать нашу вселенную, нам необходимо отметить места, где будут находиться планеты. Для этого я, как сказала, беру баночку побольше и поменьше. Побольше ставлю в центр, примерно в середине листа. Обвожу карандашом. Ничего страшного, если будет не очень ровно. Этот большой круг отметила, теперь круги поменьше. Вот так у нас получилось. Я на листе буду рисовать 3 планеты, но вы можете ограничиться одной, той, какая вам больше всего понравится. Сейчас начинаем забивать. Для этого мне понадобится 1 квадратик губки. И сейчас я наношу нашу краску кисточкой на губку. Начинаем забивать. Начинаем с углов. Воду в краску лучше не добавлять. Это можно сделать только в крайнем случае, если краска совсем сухая. Мне удобнее наносить краску кисточкой на губку. Но кому удобнее, можете делать вот так. Также старайтесь обходить планеты, не закрашивать. Как вы видите, лист подпрыгивает. Если вам будет удобнее, вы можете его заклеить бумажным скотчем. Но мне хорошо и так. Мы нанесли несколько участков черной краски, и сейчас я перехожу к другому цвету. Для этого беру новый кубик нашей губки. Как я уже сказала, ваш космос может быть любых цветов. Желтоватый, бирюзовый, голубоватый, красный. Но для меня более привычны вот эти цвета. Сейчас я макаю губку в наш розовый цвет. Немножко наношу. И также начинаю вбивать, но уже в другие углы. Старайтесь обходить планеты. Цвета вы можете наносить в любые места. Если вам сначала покажется, что ваша картина не очень удачно получается, то не волнуйтесь. В конце концов она приобретет общий вид очень красивого космического пространства. Создавать космос – это долгий процесс.
В это время вы можете включить фильм, или послушать музыку, или просто помедитировать. Сейчас я нанесла синюю краску в некоторые места, и сейчас кое-где я добавлю немного белил, чтобы сделать более голубоватый оттенок. Для этого возьму другую губку, также кисточкой наношу белый цвет. И начинаю кое-где промокать. Таким образом у нас получаются туманности. Мы можем сделать более реалистичный космос. Смело заходим на другие цвета. У нас все перемешалось. Можем возвращаться к старым губкам, синий, и также накладывать ее оттенки. Помаленьку наш космос начинает заполняться цветами. Если вы нанесли краску куда-то не туда, то не беспокойтесь, мы спокойно забьем ее другим цветом чуть позже, когда она высохнет. Также, если вы нанесли краску слишком густо, то сразу промокайте ее туалетной бумагой. В этом нет ничего страшного. Вот я как раз нанесла большую кляксу, я беру туалетную бумагу, аккуратно кладу сверху и слегка прижимаю, чтобы она впиталась. Потом аккуратно поднимаю. Обязательно проследите, чтобы ваши движения были вбивающими, а не размазывающими. Потому что это очень важно. От этого зависит фактура нашего космоса. Чтобы создать более плавные переходы, вы можете сделать между цветами такой забелить, так скажем. То есть нанести белую краску, скажем, на черную губку. И начать вот так такой слой наносить. Или же наоборот затемнить, где это необходимо. Промежутках между цветами. Моя краска пересохла, я ее немножко разнообразить цветовую гамму моего космоса, я решила взять немного бирюзового и зеленого. Бирюзовый у меня сильно подсох, я его немножко добавлю. Я наношу краску бирюзовую в верхний участок рисунка и вокруг нижней планеты. Краска должна едва угадываться. Сейчас наш космос почти готов. Осталось нам все-таки немножко забелить цвета возле наших планет, чтобы у нас получились более явные туманности. Они позволят сделать космос с лучшими переходами между оттенками.
космос почти закончен. Осталось добавить звезд. Не пугайтесь, если вам покажется он некрасивым. Космос бывает всякий разный. Поэтому сейчас мы наносим звезды, а потом перейдем к созданию планет. Для этого я взяла зубную щетку, нанесла на кончики щетинок белую краску и начинаю не сильно давя разбрызгивать. И вот в нашем космосе загораются тысячи звезд. Где-то звезд больше, где-то звезд меньше. Допустим, есть участки совсем черные. Если у вас получились лишние капельки, вы можете их убрать при помощи губки. Помните, что у нас мириады и мириады звезд во Вселенной. Вот этот участок мы сделаем более темный. Он у нас почти черный. Забиваю его черной губкой. Убираю лишние звезды. И вот здесь делаем поменьше звезд вокруг планеты центральной. Можно промокнуть звезды. Я освежила нашу палитру, немножко ее почистила и положила сюда белый цвет. Он нам понадобится для создания планеты. Начнем. Берете кисточку с белым цветом и покрываете нашу планету. Начнем с большой белой краской полностью. Сделайте четкий контур планеты. Чтобы она была круглая. Если на планете возникли какие-то капельки, например, в тот момент, когда вы делали звезды, не волнуйтесь и не убирайте их, они только добавят фактуры нашей планеты, и она будет казаться очень натуральной. Когда мы подзакрасили нашу планету белым, теперь мы наносим на нижний правый край, вот сюда, черный цвет. Сделав это, мы тем самым показываем объем планеты. И начинаем его слегка размазывать по окружности. Дальше я наношу вот наш фиолетовый оттенок. Дальше по окружности цвета смешиваются. А я прополоскала кисточку, чтобы убрать черноту. И взяла еще раз нашу фиолетовую краску. И уже поярче положила такой тон. Дальше я начну забивать. Я начинаю брать губку и забивать наш оттенок. Ну, точнее, уже не забивать, а буквально размазывать то, что мы нанесли. Периодически их меняю в зависимости от оттенка на губке. Где совсем светлый вот здесь, там я могу нанести более светлый оттенок, допустим, белый.
Итак, друзья, чтобы сделать акцент, как будто наша планета освещена откуда-то сверху и чуть-чуть сбоку, мы добавляем сюда белый цвет. И теперь постараемся этот белый цвет растянуть вниз. Совсем не обязательно, чтобы переходы были идеально плавными. Планеты у нас в космосе разные, окрашены они по-разному. Мы этим с удовольствием пользуемся. И вот она у нас приобретает вот такие удивительные очертания. Могу вам посоветовать дать каждой планете, которую вы нарисуете, какое-то название. Потому что это ваш космос, ваша Вселенная, а вы в ней первооткрыватели. Так, друзья, вот вы видите, мы заполнили цветом нашу планету, она получилась удивительная. С этой стороны на нее бьет свет, откуда-то здесь более темное место, но у нас нечеткий контур. И чтобы нам добиться четкости, мы возвращаем на место банку, которая когда-то была, положила начало нашей планете. Очень четко. И сейчас мы сделаем контур. Сверху, там, где светит солнце, контур будет темный. Тонкой кисточкой, черной краской. Вот. Поскольку у нас гуашь, она очень хорошо размазывается, цвета хорошо смешиваются. Нам это на руку. Вот, друзья, сверху мы сделали, там, где светит солнце, мы сделали контур темный. А здесь, где у нас тень, мы делаем контур белой краской. То есть он не должен быть очень жирный, белая полоса нам не нужна. Мы ее делаем очень прозрачной. Краска смешивается. Краска, здесь мы можем добавлять водички. Краска смешивается с другими красками, которые уже лежат на листе. Посмотрим, что у нас получилось. Вот смотрите, друзья, у нас планета приобрела более четкие очертания. Теперь там, где краска, вот видите, как здесь лежит нечетко, мы просто мокрой кисточкой чуть-чуть эту гуашь разводим. Не бойтесь вот этих разводов, мы их вот так потом корректируем губкой. Угу. Вот так. И планета становится более однородной. Вот так. Вот так. Гуашь очень хорошо размачивается, так что даже если она засохла, у вас всегда есть возможность либо развести ее, либо забить другим цветом. Это одна из самых удобных красок для работы. И, значит, напоминаю, что здесь мы сделали контур светлый, и здесь вот тонкой кисточкой очень аккуратно доводим этот светлый контур, это вот со стороны, темной стороны планеты, чтобы она стала у нас гораздо ярче, гораздо более объемной. Прямо тончайшими штрихами, такими тончайшей линией. Обозначим эту планету. Вот здесь у нас переход как бы от светлого к темному. Все, закончили с этим. Итак, друзья, мы переходим к следующей планете. Это будет голубая планета. И точно так же, как с первой планетой, мы наносим белую краску на всю поверхность. Какие-то примешиваются разводы, как вот у меня сейчас, ничего там страшного нет. Все это мы используем для большей выразительности. У нас там остался простой карандаш, вот вы видите, ну в этом ничего страшного тоже нет, но это хорошо.
Все. Планету мы белой краской закрыли. И вот мы нанесли темную краску, следом мы наносим... Так, пошла краска синяя. Эта планета у нас будет более светлая, более такая воздушная. Наносим штрихи таким образом, чтобы придать округлость, хотя это не важно по большому счету. Почему? Потому что мы ее тоже сейчас будем губкой выпивать, чтобы придать ей такую вот характерную для нашей картины текстуру. Так, вот мы забили, значит, планету, придали вот такую вот структуру. И теперь смотрите, по нижнему краю можем чуть-чуть усугубить тень, не прямо так тоненько. Планета светлая. Видите, свет бьет отсюда, значит, тень должна лежать примерно вот в этом районе. Снизу и справа. Вот так мы чуть-чуть размоем. А когда размоем, то и чуть-чуть забьем губочкой. Цвет я использую железная лазурь. И вот теперь по тому краю, где мы нанесли темную тень, чтобы ее подчеркнуть, мы наносим тоненькую светлую полосу. Вы можете взять баночку, чтобы ее как бы сделать более ровной. Ну, я могу сделать так. Так, таким образом. Ну, вот наша планета приобретает какие-то округлые очертания. И теперь, друзья, мы приступаем к интересному моменту. Мы будем рисовать кратеры. Что такое кратер? Кратер – это ямка с бортиками. И эти бортики мы сейчас будем рисовать. Посмотрите внимательно. Нам нужно создать некий такой круг, в котором верхний бортик будет темный, а нижний светлый. Видите, на всех кратерах у нас все кратеры сделаны подобным образом. Верхний бортик, то есть темный, вот с той стороны, откуда бьет свет, а нижний мы будем подчеркивать белой краской. И обратите внимание, что вот здесь вообще все кратеры, они как бы светлее, там, где падает свет, а вот на темной стороне планеты, естественно, и кратер сам немножечко темнее. И вот сейчас мы набираем в тоненькую кисточку, вот в такую кисточку мы наберем темненький цвет и начнем выписывать наши кратеры. И вот мы, значит, влажной кисточкой это делаем, да? Кратер, в общем-то, того же цвета, что и планета, но как бы немножко отличается вот этими бортиками и внутренней вот этой своей текстуры. Все. Вот один кратер у нас вполне себе состоялся. Итак, друзья, вот мы, значит, закончили наши кратеры. Чуть-чуть буквально делаем вот акценты кисточкой. Вообще, приучитесь к тому, что некоторые детали нужно выписывать невероятно кропотливо. Угу. В частности, вот эти кратеры и контур планеты. Так. И вот наша планета, она уже практически готова, голубая планета. И теперь переходим к последней планете. Ее мы сделаем более бирюзовой. Она будет чем-то напоминать Сатурн. Вот посмотрите ее в готовом варианте. У нее есть пояс астероидов. Может быть, кто-то любит такие планеты, и кому-то кажется, что такая форма для него близка. Мы сейчас будем ее изготавливать по той же самой схеме. Сначала наносим белый цвет на всю планету, затем будем наносить
темную тень по нижнему правому краю. Дальше будем наносить основной цвет, то есть бирюзовый. Если у кого-то бирюзового нет, то сюда мы положим, ну, скажем так, смешайте на палитре синий и зеленый. Ну, вы можете сделать любой другой цвет. Вы можете сделать ее, допустим, желто-коричневый или какой-то коричнево-красной планетой. То есть все зависит от вашего характера и от того, как вы представляете космос. А я начинаю, и буквально совсем скоро наша планета будет готова. Друзья, значит, наша планета приобрела свой цвет. Я хочу сказать, что если вы вдруг замечаете, что краска стала плохо ложиться, как-то размазывается, не тот эффект, которого вы хотели достичь, дайте листу подсохнуть, краске подсохнуть. И буквально минут 2, 3, 4, 5 попейте чай, и потом вы сможете работать дальше. А мы тем временем приступаем к поясу астероидов. И совершенно смело в районе экватора наносим белую полосу. Друзья, и вот мы в нашей полосе, которую мы нанесли белую, добавляем вот такие вот, значит, закругления. Вот он получился наш пояс. Полоса выходит за пределы планеты, ну, приблизительно наполовину. Вот видите, значит, радиус планеты. И примерно так же выходит пояс астероидов. Если вы хотите, вы можете сделать его еще обширнее, потому что это вообще могучее такое явление. Постарайтесь, чтобы два крыла вот этого кольца астероидов, чтобы они были одинаковы по углу вот этому, чтобы не было так, что один сюда загибается, а один как-то вниз. То есть они должны быть примерно симметричны. А вдоль этого белого контура, который мы нанесли, теперь мы наносим другой цвет. Уже темный, так сказать, основной цвет. Вы можете взять любой, если на ваш взгляд ваш пояс астероидов выглядит, ну, отличается по цвету от планеты, вы можете сделать как хотите. Но мне кажется, что гармоничнее выбрать такой же цвет, может быть, чуть ярче, чуть интенсивнее. А может быть чуть более темнее или бледнее, это абсолютно на ваш вкус. Но главное, чтобы он каким-то образом сочетался с цветом основной планеты. Основным, точнее, цветом планеты. Правильно. И вот вдоль, значит, белого контура, как я уже сказала, мы наносим вот это. Итак, после белого контура и основного цвета мы набираем в кисть цвет темный, который тоже, в общем, каким-то образом перекликается с основным цветом. Ну, можете добавить в основной цвет, вот как я сделала, добавила чуть-чуть охры. И получился такой вот темный цвет. И мы делаем тень. Ребята, когда наши три цвета уже легли, вы берете почти, ну, без краски, просто влажную кисть. И вот таким образом пытаетесь эти цвета соединить, оставляя белый контур все-таки чуть-чуть видным. Сильно влажную кисть не делайте, промокайте ее в тряпочку, и вот такими вот аккуратненькими движениями все объединяйте, все цвета. Вот и все, друзья, наш космос практически готов, и осталось нам только припудрить его остатками звезд. Для этого мы ставим наши банки по местам. Вот. И опять-таки беру зубную щетку. И посыпаю там, где это необходимо, где мы перекрывали другой краской. Ну вот и все. Наша работа подошла к завершению. Очередная вселенная готова.
А вы же, в свою очередь, можете создать тоже свою вселенную, нарисовать на ней 1, 2 или 3 планеты и отправить фотографии своих работ на адрес, указанный под этим видео. А дайте обязательно название своим планетам, и тогда мы сможем создать общую прекрасную вселенную.